работников, которые номера во время войны беспрерывно подавали воду городу. будет их участвовать, а потом это генеральный директор Анатолий Кержикасов передаст другим предприятиям. Я прошу посмотреть, что сейчас здесь происходит и что здесь будет. Активно участвовать в вас, чтобы ваши дети, внуки рисовали про мирное небо, возможно, про войну, которая была. Рассказали про своих дедов, прадедов, прапрадедов, прабабушек, прапрабабушек. И мы на основе этого материала сделаем альбом и сделаем друг другу подарок к юбилею Великой Победы. Одно мероприятие у нас уже идет. Мы разместили выставку Александра Александровича Рыжикова, героя России, который погиб в Чеченской войне. Эта выставка будет размещена в начале августа, до конца августа в Музее России «Моя история». Потом мы предполагаем выставить его в КЦ, в культурном центре ЕГУ, чтобы наша молодежь знала о подвигах наших земляков. Ну и надеемся, что дальше вот эта выставка пойдет по районам, по весям, по улусам и так далее. Я рассказал про только несколько мероприятий, которые мы как лепту введем в юбилей Победы. Очень горд тем, что мы сегодня поднимем знамя Победы. Очень горд тем, что вы, водоканальцы, активно участвуете, и уверен, что будете активно участвовать во всех тех мероприятиях, имя которому память. Как известно, без памяти не бывает народу. Так давайте же мы все вместе приложим усилия для того, чтобы память оставалась надолго, навечно. Память о наших бойцах, память о наших предках, которые полегли на полях битвы, которые работали ратным трудом своим, поддерживали фронт. Спасибо. Ну, а теперь наступает самый волнительный момент, сама церемония поднятия Знамени Победы, церемонии команды. Полковник Федоров Иван Васильевич, помощник военного комиссара Республики Саха-Якутия. Величайший символ Великой Отечественной войны, Знамя Победы внести. Равнение на знамя.
это штурмовой флаг 150-й ордена Кутузова второй степени Идрицкой стрелковой дивизии, водруженный в мае 1945 года на здании Рейхстага в городе Берлине. Знамя водружали военнослужащие Красной Армии Михаил Егоров, Мелитон Кантария и Алексей Берез. Новое знамя Победы хранится в музее вооруженных сил в городе Москва. На этом, дорогие друзья, церемония поднятия знамени Победы заканчивается, и прямо сейчас для нас выступит мужской хор акционерного общества «Водоканал». Дорогие друзья, на этом наша церемония подошла к концу. Всем спасибо за участие. И говоря пару слов, небольшая информация по поводу выступления хора. Одно из первых мероприятий, которые мы запускаем, это эстафета «Песни Победы». И вот, собственно, к этой эстафете мы готовимся буквально через несколько дней. В сети интернет выложен фрагмент этой песни, которую только что исполнили, и передадим эту эстафету другим производственным предприятиям. Что сегодня произошло и почему? Значит, это мероприятие было задумано Дорогие участники хора, не расходитесь, пожалуйста, оставайтесь праздника здесь. Победы, понимая о том, что сейчас идет информационная война о забвении памяти победителей. Мы приняли решение у себя поднять на территории водоканала Знамя Победы и начать этим самым юбилейный год для работников водоканала. Самого водоканала, кстати сказать, водоканал существует с 1941 года, он ровесник начала войны, и с нашего предприятия на войну ушли 13 человек и вернулось только 4. Они некоторые продолжили работу в водоканале. Поэтому мы одним из мероприятий будем готовить книгу про наших участников войны, про работников тыла, потому что, несмотря на войну, наши работники, водоканал подавал воду в город. И мы считаем, что эта книга будет данью, укреплением памяти наших внуков, детей, правнуков. Кроме этого, у нас намечается, сейчас прошла акция по сбору рисунков и рассказов наших детей, работников водоканала, внуков работников водоканала, о своих дедах, прадедах, прапрадедах, бабушках, прабабушках, прапрабабушках.
чтобы мы потом сформировали на базе вот этих рисунков, рассказов, альбом. И это будет большим, хорошим подарком для нас самих же, для работников. И, конечно же, сохранение памяти о том, что кто на самом деле победил, кто больше всех отдал крови и перенес тяготы войны, вот эта память она будет. Ну и сегодня вот мы мужским хором, своим водоканальским, да, даем старт эстафете по трудовым коллективам города Якутска. А если подхватят и трудовые коллективы других районов Улуса, это будет еще здорово, да? Чтобы мы в каждом коллективе вспоминали наших ветеранов войны, участников войны, значит, ну и песней, стихами. Вот в течение года вот эта эстафета передавалась от коллектива к коллективу. И планируем 9 мая 2020 года, то есть 75 лет годовщины Победы, организовать гала-концерт из трудовых коллективов. Ну, я хотел бы еще уточнить, да, Анатолий Андреевич, это получается водоканал не просто предприятие города Якутска, оно является, ну я бы так сказал, ровесником Победы, да? Да, 75, просто разница в один год всего-навсего, да? Почему? Не, ну 75 лет мы празднуем и... И 75 лет будет водоканалу. А, в один день Да, получается. в 41 году, 27 марта, было создано предприятие водоканал. И могу сказать, те тяжелые времена, представляете, да? Какая была ситуация, и создать новое предприятие. Это, мне кажется, второй подвиг. Да. Как вы думаете? Подвиг наших дедов, отцов, которые в то время, конечно же, создавали вот это предприятие и начали подавать централизованно в город воду горожанам, да, и это здорово. Я предлагаю поддержать акцию водоканала, эстафету, так сказать, передачи памяти. И действительно, в будущем году, День Победы, уже чтобы это была акция такая мощная, и что мы действительно отдали свой долг нашим дедам, прадедам, всем, кто участвовал в этой великой победе.